Мы прекрасно же помним места этнического поселения потом во что превращаются. Чайна-таун, Гарлем, Каирское кладбище историческое, где проживает несколько миллионов человек, куда есть вход, но выхода нету никому. Поэтому это вполне возможно в таком мультикультурном социуме, поликонфессиональном, многонациональном государстве. Мне кажется, это абсолютно неприемлемая вещь. Тогда следующим другие диаспоры скажут: давайте мы вот возьмем Дзержинский район, сделаем таджикский, индустриальный район будет у нас узбекский, Ленинский давайте татары мы возьмем себе, сделаем чисто татарским. То есть это неприемлемый путь построения общества в многонациональном государстве. Если мы уж приняли в качестве рабочей силы, определяются ежегодные квоты, мы привлекаем международных иностранных рабочих, но они не должны оставаться в положении рабов, это тоже понятно. Не должны жить в подвалах, в подсобках, в вагончиках по 500 человек. Я думаю, что более разумным было бы тоже в нашем государстве создавать специальные миграционные центры, в котором представителям разных этнических групп предоставлялась бы возможность нормальным цивилизованным образом становиться рабочей силой в Российской Федерации и интегрироваться в наше социокультурное пространство.